В Японии был проведен семинар против китайского документа номер 19 о запрещении и полном подавлении религиозного культа и деятельности, на котором были осуждены религиозные ограничения Китая. Как сообщается на официальном сайте тибетского правительства в изгнании, 20 ноября в Музее истории Синдзюку в Токио, Япония, Тибетское движение спасения и Тибетский дворец Японии совместно провели семинар, посвященный документу номер 19, который действует с 1 сентября 2023 года, ограничивая деятельность религиозных уйгуров и закрывая мечети в туристических местах. На семинаре с отдельными докладами выступили такие известные личности, как депутат парламента Японии Мицубияси Хроми, доктор Мияваки Дзюноко, Савут Мухаммад из Японской уйгурской ассоциации и доктор Гаврут Арча, генеральный секретарь парламента Южной Монголии. Эксперты по Китаю оценили соответствующие правила, принятые режимом Коммунистической партии Китая для ограничения религиозной деятельности и контроля над мусульманской общиной в оккупированном Восточном Туркестане на массовой и всеобъемлющей основе. Вице-председатель хорошей партии Аюджи Туркешташ представил предложение по уйгурским туркам министру иностранных дел Турции Хакану Фидану и членам комиссии во время переговоров по бюджету Министерства иностранных дел Великого национального собрания. Предложение должно работать над запросом у китайского правительства информации о турках-уйгурах, являющихся гражданами Турецкой республики в лагерях в Восточном Туркестане, и даже над запросом об их выдаче и обсуждением вопроса об учреждении консульства в Урумчи с целью получения достоверной информации из Восточного Туркестана и привлечения внимания к положению диаспоры Восточного Туркестана, которая уже много лет не имеет информации от своих семей. Аюджи Туркешташ также заявил, что хорошая партия всегда была и будет голосом страданий в Восточном Туркестане. Оккупационный китайский режим, который пытается уничтожить все материальные и моральные ценности уйгурских турок, пытается исказить уйгурскую историю, создавая искусственные города и исторические руины для китаизации Восточного Туркестана. Кроме того, власти Китая распространяют бессмыслицу о том, что уйгуры не турки и что они являются частью китайской нации с незапамятных времен. В связи с этим 18 ноября в центральном городе Урумчи состоялось празднование так называемого «Столетия археологии Синьцзяна». Под видом юбилейной выставки древности Синьцзяна открылась неделя культурных выставок исторических артефактов. По данным китайской народной сети 19 ноября, выставка, на которой представлено 180 видов исторических артефактов китайской династии Хань, Цзинь, Суй и Тан, состоит из 4 основных разделов. Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая дополнительную информацию о недиагностированных случаях пневмонии, которые, как сообщается, распространяются среди детей на севере страны. По данным неофициальных СМИ, детские больницы в некоторых частях страны переполнены больными детьми. Китайские чиновники связывают всплеск гриппоподобных заболеваний этой зимой с отменой мер по борьбе с ковид. Местное правительство города Хэфэй провинции Аньхой в Китае сообщило 22 ноября, что компания Volkswagen объявила об начале работы своего первого предприятия по производству аккумуляторных батарей. Общий объем инвестиций в завод по производству аккумуляторных батарей превысил $208 миллионов. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Западном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что израильские заключенные будут вывезены из Газы в рамках предстоящего обмена заключенными с палестинскими группировками. Также он отметил, что есть много проблем в этой связи.